Здравствуйте, дорогие мои и родные мои. Мне очень драгоценно, очень приятно поздравить вас с сегодняшним воскресным днем, в котором мы празднуем День памяти всех святых в земле русской просиявших. Господь так устроил, что мы получаем приобщение к Нему, мы получаем дар веры друг через друга. Мы читали сегодня с вами в Евангелии о том, как Господь призывает апостолов одного за другим, Андрея, Петра, братьев Зеведеевых. И в параллельном месте из другого Евангелия можно прочитать о том, как они потом зовут друг друга, когда говорят: «Мы нашли желанного Мессию, приди и виждь». То есть исполняются слова Спасителя, что кто слушает вас, слушает меня. Кто слушает меня, тот слушает пославшего меня. Он посылает своих апостолов, и от них цепочкой, таким как бы нескончаемым потоком идет вот эта волна обращения к Богу, волна святости по лицу земли, и век за веком, тысячелетие за тысячелетием, народ за народом люди слышат проповедь о воплотившемся Боге, о Сыне Человеческом Иисусе Христе, и отвечают Ему, отвечают своей любовью, отвечают своим подвигом, отвечают и творчеством своим, и музыкой, и строительством храмов, и особенностями аскетики, и богословием, отвечают Богу своей любовью на Его явленную любовь. И мы сегодня с вами вместе можем и общаться, и разговаривать. И самое главное, конечно, молиться и совершать святые таинства, быть единым телом, быть в любви Христовой, быть в Святой Православной Церкви, именно потому, что до нас с вами, вот спустя эти 2000 лет, и в том числе 1000 лет уже в нашей стране, святые донесли вот эту цепочку благой вести, цепочку радости о Боге, воплотившемся и воскресшем. Очень ведь трудно им было. Мы сегодня рассуждали с братьями и сестрами после литургии, размышляли над вопросом, а было ли время, когда было меньше зла. И вот мне кажется, что не было такого времени, когда было зла меньше. Формы меняются зла, проявление его меняется, но в каждое время были свои искушения. Неужели было легко святым Кириллу и Мефодию, до которых никто особо и не решался пытаться даже просветить Великороссию, эти дикие, непослушные, воинственные народы, но они это сделали и сделали не безуспешно. Неужели легко было равноапостольной Ольге, непонятой, не принятой своим окружением, своими родными, когда она пыталась строить храмы, ставить кресты, когда она пыталась своих потомков привести к Богу. Но однако же семя веры, которое она посеяла в своем внуке, князе Владимире, оно и тоже проросло в свое время. Ему было нелегко свидетельствовать перед своей дружиной, перед окружающими людьми о том, что перемена в нем – это не перемена политическая, это не перемена конъюнктурная, о том, что действительно открыл Господь ему благость своего милосердия, воздержания, те добродетели, которые нас соединяют с Богом. И сыновья его, Борис и Глеб, не зря ведь принимают мученическую кончину. Блаженны кроткие, говорит Господь, ибо они наследуют землю. Принимают кончину от рук своего брата, и как они сильно свидетельствуют против тех, кто сегодня пытается оболгать историю русской святости и сказать, что все это было насильно, что все это было из каких-то экономических, геополитических интересов, и будто бы и сейчас это так продолжается. Нет, силой можно заставить человека куда-то ходить. Силой можно заставить человека что-то внешним образом делать или не делать. Но силой невозможно заставить человека любить. Невозможно силой заставить человека быть святым. Невозможно человека силой
в 11 лет принять монашество, как это сделал преподобный Варлаам Хутинский, против даже воли родителей, которые удивлялись его воздержанию, его борьбе со страстями с детского возраста. Но он всей душой искал, жаждал правды, стремился к Богу. Как есть святитель Иосаф Белгородский, тоже тайком уходит из родительского дома, чтобы посвятить себя на служение Христу. И вот мы с вами такие веточки, такие грозди, можно сказать, на одной большой ветке. А ветка это в едином дереве, в единой святой православной церкви. И мы сегодня ощущаем родство, духовное родство, такую духовную близость к нам, именно тех святых, которые воссияли на нашей земле. Не потому, что мы их как-то особо превозносим или какой-то иной дух действует в них. Нет, един дух. Един дух, а дары различны в каждом народе, в каждом времени, в каждом даже человеке. Он по-разному раскрывает те грани божественности и человечности, которые Господь уготовил нам в закромах своей любви. Поэтому не возвышение и не тщеславие, не гордыня должна нами обуревать, когда мы видим такой великий сон русских святых, когда мы созерцаем богатство и богословия, богослужебной практики и красоты, которую создали русские люди. Нет, не это должно, а просто чувство близости, чувство родства, чувство созвучия, чувство именно семейственности, такой духовной семейственности должно нас более и более приближать к Господу. Как говорит святой апостол Павел, нет у Бога лицеприятия, нет. Не смотрит Он на лица, не смотрит Он только лишь на принадлежность к народу. Он смотрит на нашу действительную жизнь, на сердце наше, на сердце зрит человек. Но апостол же говорит, что и поминайте наставников ваших, и, взирая на кончину их, подражайте вере и жизни их. Много у вас, говорит он, наставников, но немного отцов, благовествованием во Христе Иисусе я вас родил. Поэтому подобные мне бывайте, подражайте мне, как я Христу. Вот и мы, откуда мы учимся? Вот Духу Христову. Откуда мы учимся труду во имя Христову? Учимся от наших ближайших наставников, от священников нас крестивших, от епископов наших, от старцев наших, от ближайших к нам, вот близких к нам по Духу Святых. Иногда бывают непонятны нам подвиги, скажем, египетских пустынников, те слова, которые они говорили, хотя это были истинные Христовые слова, но в силу, может быть, пространственного, климатического различия, они не всегда ложатся в нашу душу. А вот то, что делал святой праведный Иоанн Кронштадтский, то, что писал святой Феофан Затворник, то, что проповедовал преподобный Сергий и брат его, святитель Стефан Великопермский, то, что делали ради обличения безумством своим кажущимся своих окружающих и блаженная Ксения, и блаженная Матрона, вот это все иногда бывает нам таким вот теплым, родным, близким. Вернусь немножко к мысли о легкости времен. А легкими ли были времена в XIII веке, когда благоверный князь Александр Невский под монголо-татарским игом сохранял целостность страны и готовил ее к тому, чтобы она расширилась, и на поклон ездил, и дань платил, и вместе с тем военные победы одерживал. Легко ли было преподобным Кириллу и Марии сохранить чистоту, благочестие в своей семье и воспитать сына своего в конце XIV века, когда убить человека было гораздо легче, чем это делается сейчас, когда междоусобицы и разврат и сребролюбие также царствовали, как царствует и в наше время. Легко ли было преподобному Максиму Греку в XVI веке, когда он приехал для того, чтобы переводить книги, чтобы просвещать народ, чтобы не что иное, а вот истинное учение Христа, которого, казалось бы, так любили тогдашние люди, чтобы им проповедовать, чтобы обличать их идолопоклонство. Зачастую люди и звездам поклонялись в то время. И жизнь его прошла в значительной части за решеткой, в тюрьме,
за то, что он не дал благословения великому князю на повторный брак, на изгнание своей жены. Вот не правда ли? Блаженны изгнанные за правду, таковых есть Царство Небесное. Легко ли было нашим святителям и Тихону Задонскому, Митрофану Воронежскому, когда они вот сталкивались в своих епархиях вот с глубоким порой невежеством, с глубоким нежеланием трудиться во имя Христова, в том числе со стороны духовенства. Легко ли было в XIX веке, когда расцвело образование на Руси, и когда Господь явил благость Духа Своего через цепочку старчества в Оптиной пустыне, когда воздвиг из среды церковной таких настоящих богословов, просветителей, мыслителей, как Филарет Московский, как Феофан Затворник, как святитель Игнатий Кавказский. И легко ли им было тогда проповедовать вечную Христову истину среди народа, который заносчиво начинал называть себя образованным, увлекался и зарубежной культурой, увлекался и ересями различными, Львом Толстым, например, и прочее. И тогда уже святитель Феофан Затворник с горечью писал о том, что еще 20 лет, и что останется от нашего православия, если так будет дальше народ развращаться. И он же тогда и говорил, что вот зажигать надо дух. Не просто охранять, не просто беречь древнее благочестие, как это делали в свое время старообрядцы, вот бояться перемен, а вот возжигать Дух Христов. Он говорил, вот завести бы нам множество таких поджигателей и поджигать, и поджигать, и поджигать. Легко ли было святому Иоанну Кронштадтскому, которому, да, тысячи народа приходило на службы, и каялись люди в слухе, плакали, и бесов он изгонял, и исцелял, и прозорливо людей наставлял на путь спасения. Но на службах же этих и студенты прикуривали от его лампадок, и глумились, бывало, над ним, приглашая его якобы для молебна над болящим, который просто изображал такового. Господь его потом крепко вразумил, этого нечестивого человека, и обратил ко спасению, кстати, молитвами праведного батюшки. Ну и, конечно, легко ли было нашему духовенству в годы советской власти, не только духовенству, монашеству и просто людям глубоко верующим. Ведь тогда обрушились на русскую церковь такие кровавые гонения, которые Вселенская церковь уже, казалось бы, и забыла. Остались они где-то в истории, думалось, во втором, в третьем веке. А вот то, что было для Вселенской церкви в начале ее подвига, то для русской церкви пришло уже, так сказать, в эпоху мужества, в эпоху зрелости. И тогда же тысячи явленных новомучеников, исповедников, и наверняка не меньше, и хочется верить даже больше, неявленных, неведомых нам ныне по именам, они своей жизнью и смертью своей, и стойкостью своей показали, насколько дорогим для них была та жемчужина, которую они некогда, как евангельский купец, приобрели, все оставив ради Христа. Хочется мне сегодня зачитать по этому поводу слова старца архимандрита Иоанна Крестьянкина, сказанные ими в проповеди в день тысячелетия крещения Руси в 1988 году, в день всех святых в земле русской просиявших. «Без ней не можете творить и ничего же, сказал Господь, как напоминает отец Иоанн. Сколько племен и народов ушли в небытие, а россы, вскормленные благодатью Святого Духа, данного Господом им как дар в святом крещении, стали Великой Русью, Россией. Великие ценности дара Божия Русь приняла неформально, но потрудилась, пленивши ум и сердце заповедям Божьим. Ну и действительно, вот сегодня мы перечитывали заповеди блаженства на божественной литургии, и ведь на каждую заповедь, вот на эти пленяющие сердце заповедь Божьей, ведь можно вспомнить
святых и нищих духом. Можно вспомнить преподобного Сергия, преподобного Серафима, которые со слезами оплакивали свою духовную пустоту, отдаленность от Бога, будучи на самом деле великими духовными богачами. Можно вспомнить и, говоря о кротости тех же страстотерцев Бориса и Глеба, и царскую семью Николая, Александру с чадами, которые покорно, как овцы на заклане, пошли для того, чтобы засвидетельствовать, что нечего собирать сокровища на земле, сокровище наше на небесах. Можно вспомнить и блаженных алчущих и жаждущих правды, таких как святитель Филипп, задушенный Малютой Скуратовым, таких как священномученик Гермоген, уморенный голодом поляками в смутное время. А если говорить о чистых сердцах, ведь сколько надо было потрудиться человеку, преподобному Александру Свирскому или преподобному Силуану Афонскому, тоже выходцу с русской земли, чтобы сподобиться вот этого зрения Бога, явления Святой Троицы, явления самого Христа. Блаженные милостивые, говорит Господь, ибо они помилованы будут. И подвижники наши открывали амбары монастырские, кормили прихожан, кормили окрестных людей и шли и помогали для того, чтобы взыскать милость от Бога, и ходатайствовали, и просили за врагов. Ну и, конечно, высшая степень блаженства – это блаженно, когда вас будут изгонять и убивать, и неправильно заслоить за меня. А это, как мы уже сказали, новомученики, исповедники земли русской 20 века. Они лучше всего нам показали истинность этой заповеди. Читая их воспоминания, вот поражаешься, насколько радостно, насколько терпеливо и насколько, мы бы сейчас сказали, конструктивно они воспринимали ту ситуацию, в которой оказались, ситуацию гонений. Радовались тому, что Господь избавил их даже от лишних там, каких-то хозяйственных попечений, освободил время, силы для молитвы, для настоящей истинной дружбы. Сегодня вспомнились утром слова святителя Германа Ряшенцева, погибшего на Коме земле и входящего в собор Коми святых, значит, собор святых земле русской, о том, что стали закрыты храмы, сам будь храмом Божьим. Стали недоступны святыни, и сам будь этой святыней Божией. Легко ли было святителю Стефану, когда он возгорелся еще от юности желанием жизнь свою посвятить не знанием и богатством мирским, а привести коми-зырянский народ к вере, видя о том, как эти охотники приезжают для обмена и насколько они духовно невежественны, насколько они грубы вот, в плане веры, о том, что им надо напомнить о едином Боге и о Боге, как о том, что Бог есть любовь, о Святой Троице. И он уходил в монастырь, и учился, и отправлялся, и дерзал, и совершал подвиги, и проповедовал для того, чтобы и мы с вами, живущие на коми-зырянской земле, сегодня могли причащаться истинных тела и крови Христовых. И вот, возлюбленные, дорогие братья и сестры, хочется, конечно, сегодня в качестве вот главного пафоса этого дня, то есть главной идеи, сказать о том, что легкого времени не было никогда. Но святые во все времена, они продолжали путь служения Богу, и они открывали своей молитвой, своим подвигом, своей решимостью быть с Богом, они открывали нам небеса. И значит, Христос продолжал пребывать с нами здесь, на нашей земле. И вот наша великая тысячелетняя история об этом свидетельствует. И как бы укрепляя, поддерживая нас в этом, апостол Павел в послании к евреям, вот так обзорно говоря о святых, которые верой побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне,
прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не принявши освобождение, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемыми, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, ослабления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И вот он, напоминая нам вот об этих, так сказать, проявлениях святости, о том, что святость – это всегда сострадание со Христом, это всегда готовность быть светом Божьим в этом мире, но это значит и готовность вызвать огонь на себя. Вот как на войне солдаты, попавшие в окружение, будучи готовыми отдать свою жизнь для того, чтобы победить врага и избавить других от рук этого врага, вызывают артиллерийский огонь на себя, чтобы под этим огнем вместе с врагом погибнуть. И вот так же святые вызывают огонь на себя. Они становятся проводником Божьей любви, но значит и принимают на себя гонения и страдания. И вот апостол Павел нас призывает, что, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Каждый верующий человек должен знать, что, приступая к служению Богу, он должен приготовить душу свою к искушению. И для нас это, вот повторюсь, вот главная мысль, которую мне вот хотелось бы сегодня донести до каждого слышащего сегодня эту беседу, о том, что мы призываемся не только восхищаться вот этим множеством святых, не только, конечно, просить и получать от них помощи, земной или пускай даже духовной, нет, ох, не только. И уж тем более никаким образом, тем более не возноситься и не забываться, и не надеяться на то, что их, так сказать, заступничеством, их благочестием, их подвигом Господь сам за нас что-то сделает. Нет, из века в век они побеждали неверие, они побеждали тьму, они побеждали злобу, они побеждали духовную пустоту. Значит, и мы с вами, дорогие, мы должны побеждать. Мы должны побеждать, чтобы жить, потому что без веры нет и жизни настоящей в человеке. Тогда поклонялись всему, что вселяло страх. А разве теперь миллионы людей не охвачены страхом? Я говорю даже не о том, что человечество способно в одно мгновение погубить себя, а о тех страхах, которые держат человека на каждом шагу его жизни. Люди поклонялись тогда своим мечтам о том, что исполнится просьба, обращенная к ложным богам. А разве теперь человек не обращается к бесчисленным ложным богам, к силе, к славе, к деньгам, к власти? Сколько можно было бы назвать этих кумиров? А человек остается пуст, голоден, так же испуган и без надежды, как прежде. Это говорит уже ныне покойный митрополит Сурожский Антоний, тогда же, в 1988 году, в тысячелетнюю годовщину крещения Руси. И он напоминает о том, что, например, равноапостольная Ольга сумела пробудить во внуке своем Владимире, как и в нас, наши святые пробуждают духовный голод. Голод почему-то, чего он тогда не знал, о чем он понятия, вероятно, не имел. Голод, который позволил ему почувствовать пустоту языческих богов. Как и теперь тот же внутренний духовный голод побуждает тысячи людей отвернуться от ложных богов современности и искать чего-то, часто не зная чего, но того, что питает душу, что ее раскроет, что их сделает достойными звания человека, позволит вырасти, как говорит апостол, в меру полного возраста Христова. Поэтому и нам и сегодня нужны святые. В наше время, которые, может быть, будут
явлены, прославлены спустя десятилетия или века, как это было в нашей истории. Это будут и тысячи простых людей, верующих, на плечах которых держатся храмы. Вот у нас есть такие села, поселочки, где на плечах, на хрупких плечах, порой изуродованных болезнью, даже и немощью плечах, пожилой женщине держится целый храм, целая общинка, и она организовывает службу, приглашает батюшку, собирает людей, чтобы в них жила эта жизнь Христова. На тех наших простеньких сельских батюшках, которые порой бывает от трактора, например, идет вот и с чистым сердцем снизить эти коммунальные расходы. На тех учителях, которые, иногда рискуя своей должностью, своим положением, иногда рискуя быть обруганной там, родителями, коллегами, они стараются где-то намеком, где-то экскурсией, где-то через, не называя даже имени Христова, но через произведение литературы, через изучение истории, открыть, приоткрыть детям этот свет божественной правды. Разве не на таких святых держится мир? Ведь чтобы воссияли звезды, такие как преподобный Сергий, должны были быть его родители, святые Кирилл и Мария, о которых мы и узнали это благодаря ему, которые воссияли и вместе с тем, которые сами по-настоящему являются святыми и благочестивыми. Нужна вот эта вот среда, дорогие мои, и мы сегодня с вами ее создаем. Частенько сегодня гуляет в умах мысль неправильная, мысль о том, что церковь должна беречь Россию, потому что в ней утверждение церкви. О том, что сила сегодня православной церкви в мире определяется ее огромной территорией, ее природными богатствами, ее руководством верующим в той или иной степени, ее ядерным щитом и так далее. Неправильная эта мысль. Точнее сказать, однобокая, потому что истину вчера мы с вами пропели на стихире в честь Дня русских святых. Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение. Страна должна больше заботиться о том, чтобы сохранить веру, потому что в ней утверждение, в ней вере в то, что человек может и должен стать святым, в том, что разные народы могут жить дружно вместе, не смешиваясь в совершенное такое безразличное единство, оставаясь каждый сам по себе и вместе с тем будучи едиными. Вера в то, что деньги и вообще земные богатства не спасают человека. Вот этой верой и созидалась наша огромная, великая, прекрасная страна. И эта вера, она жива, братья и сестры. И наша вера, она будет жить дальше, если мы будем стремиться к святости. Не просто сохранить традицию, не просто пользоваться чем-то от сонма наших святых. Вспомним слова Спасителя. Кому много дано, с того и много спросится. Нам с вами очень дано, поэтому и много спросится. И надо нам дерзать, надо нам молиться по-настоящему. Надо нам поститься не ради диеты и не ради напоминания только о традициях. Надо нам поститься по-настоящему, чтобы открывать душу свою для вливания в нее благодати Святого Духа. Надо нам молиться теми словами, какими молились наши святые предки, подвижники, когда они говорили: сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Одним миром мы с ними мазаны, из одних чаш причащаемся, в одних храмах, в тех же самых стенах часто молимся. А значит, то, что нужно для святости, то, что они смогли использовать, чтобы достучаться до небес и спасти себя и людям свет этот принести, все у нас есть. И только, как говорил один проповедник, только моя собственная лень, только моя собственная трусость может мне помешать стать святым. Если бы мы, завершая беседу, прочитаем еще раз из той же проповеди митрополита Антония несколько слов. Если бы мы были иконами Христа,
если бы мы были такими христианами, какими были святые, все могли бы, увидев нас на улице, в работе, в семье, остановиться и спросить, что у этого человека такое, чего у меня нет? Почему у него тишина, покой в глазах? Почему у него радость в жизни, хотя его жизнь такая же горькая, а порой еще, может быть, более горькая, чем моя? Чем он живет? И тогда встал бы перед окружающими нас людьми вопрос о том, что человек-христианин уже теперь живет вечностью, полнотой жизни, которую обещал Христос тем, кто будет в нем и в ком он будет, которые будут сращены с ним, как ветка сращена с деревом. Разве, глядя на нас, кто-нибудь может узнать Христа? Вот почему мир не может порой верить. Не потому, что Слово Божие не кажется правдивым, а потому, что, сравнивая проповедь Евангелия и наши собственные слова, люди качают головой и говорят: да, это только слова. Если бы это было истиной для этого человека, он было бы иной. И если мы только хвалим святых и не подражаем им, они не могут принять эту похвалу, потому что такой похвалой должна быть наша жизнь, а не слово, вернее слово, гремящее, звучащее изнутри жизни, достойное Христа Спасителя, который так нас полюбил, что свою жизнь и смерть нам отдал. Возрадуемся сонму русских святых, возблагодарим Бога милосердного, излившего такую преизобильную благодать на землю нашу, на наших предшественников, и готового излить на всех нас, и изливающего уже, и не будем полагаться на временное, на тленное, на земное, будем терзать, будем побеждать, не будем унывать и отчаиваться от того неверия, которое порой нас окружает, зная, что Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же. С праздником вас, милые, с праздником, с Днем русских святых, с Богом. Благодарю вас за это общение и до новых наших бесед и встреч. Очень рад был сегодня этому нашему с вами